Добрый день, уважаемые абитуриенты! Сегодня у нас с вами состоится консультация по предмету «Общая физическая подготовка». К сожалению, в условиях пандемии мы вынуждены принимать экзамен теоретический, хотя у нас он всегда был практический. Мы смотрели, как наши абитуриенты прыгают, бегают, плавают, сдают именно по физическим качествам. Но раз такая ситуация случилась, мы переходим на теоретические рельсы, и у нас с вами будет в этом году впервые в истории, ну и, наверное, во всех вузах, как по всей стране, так и у нас, будет проведен вступительный экзамен в форме тестирования. Что же здесь будет? Давайте с вами, прежде чем начнем консультацию, познакомимся. Меня зовут Костырев Александр Юрьевич. Я являюсь деканом факультета физической культуры, но с недавних пор, буквально месяц назад, у нас переименовали факультет физической культуры в Институт физической культуры и здоровья человека. Поэтому вы будете поступать уже не на факультет, а именно в Институт физической культуры. Программы все те же самые остаются, преподаватели тоже, поэтому здесь мы рады будем видеть нашего абитуриента в наших стенах. Мы постоянно развиваемся, и кто поступит в Институт физической культуры, нисколько не пожалеет. Почему? Потому что мы даем очень обширные знания, очень хорошую программу по многим направлениям. Плюс у нас идет педагогическая направленность, а это будущие руководители, управленцы. Естественно, пройдя наш курс обучения, естественно, наши абитуриенты становятся востребованы на рынке труда. Поэтому я приглашаю вас поступить в наш Институт физической культуры на определенной специальности. Сегодня мы поговорим с вами о бакалавриате. Для тех школьников, которые заканчивают школу 11 класс, сдают экзамены по профильной математике и по русскому языку. А УФП здесь уже тестирование у нас проходит. Кроме того, к нам могут поступать и студенты после колледжей, техникумов, то же самое сдают и русский, и математика, но уже в стенах нашего вуза, и ОФП, общую физическую подготовку. Меня зовут Костырев Александр Юрьевич, я являюсь директором Института физической культуры, доктор педагогических наук, профессор. Сегодня с вами проведу консультацию, мы с вами поговорим о многих вопросах, насущных вопросах. Ну, прежде чем поговорить, надо, естественно, рассказать о структуре нашего экзамена. Форма и процедура проведения экзамена состоит следующим образом. На сдачу экзамена дается только одна попытка. Результат вступительных испытаний оценивается по 100-бальной шкале. Время проведения вступительных испытаний 60 минут, то есть ровно час. Вы входите в систему, допустим, в 9 утра, в 10 часов система вылетает. Если вы вошли в 10 часов, в 11 часов система закрывается. Дается всего одна попытка. После входа начнется отчет времени, стандартно 1 час, как я сказал уже. Пересдача не предусмотрена. Ну и поэтому хотел бы, чтобы вы не тянули до последнего. Если с 9 до 15:00 у нас общее время рабочее, то последний вариант, когда вы можете войти в систему, это 14:00. Но я всегда советую нашим абитуриентам, так же как и студентам, заходить всегда пораньше. Лучше всего с утра зайти и спокойно быть уверенным, что вы сдаете, и уже не ждать до последнего. Тем более, всегда, когда сдается экзамен, люди нервничают, но вы друг друга видеть не будете, сами сдаете экзамен уже наедине с собой, со своим компьютером, в своей удобной обстановке. Самое главное, чтобы был доступ к интернету, и вы могли спокойно этим пользоваться. Ну и следующим пунктом количество заданий в тесте составляет 30 вопросов. 30 вопросов всего будет, которым вам нужно примерно не примерно, а за 60 минут ответить. То есть получается на один вопрос у вас будет 2 минуты. 2 минуты примерно на один вопрос, чтобы вы подумали, поняли, решили, как правильно ответить на данный вопрос. Следующее. Программа предназначена для проверки знаний по общей физической подготовке в объеме программы средней образовательной школы на вступительных внутреннем экзамене. То есть, о чем это говорит? Это говорит о том, что мы составили тесты так, что все, что было у вас в школе с 1 по 11 класс на уроках физической культуры, все примерно встречается в этих вопросах. Ну, естественно, мы должны с вами сейчас разобрать, какие могут встречаться вопросы, по каким направлениям идти вопросы, какие могут быть сложные вещи, что нужно знать, что можно, даже если вы не знаете, постараться придумать
постараться как-то ответить на эти вопросы. Тем не менее, вы должны ответить на все вопросы и, естественно, постараться все 30 вопросов решить правильно. Мы хотели вначале, чтобы был экзамен такой, чтобы вы могли думать и по-разному решать данные вопросы. Но мы сейчас систему очень сильно облегчили, и поэтому в 30 вопросах только один правильный вариант ответа. Будет 4 варианта вам высвечиваться, вы будете смотреть на 4 варианта ответов, и только один будет правильный. Раньше было и 2 могли быть правильных ответа, и 3 могло быть правильных ответа, но теперь мы решили, что только достаточно один правильный ответ, остальные убрали. Поэтому у вас задача очень простая, но тем не менее в любом случае нужно подготовиться. Я прекрасно понимаю нынешних студентов, вы готовили себя физически, а сейчас приходится заниматься именно тестовым режиме, теоретически. Но тем не менее выхода другого нету, поэтому, уважаемые абитуриенты, в любом случае вам необходимо будет сдать тесты, и я хочу увидеть вас в стенах нашего университета. Дальше. Абитуриент должен знать. Что же должен знать? Давайте с вами поговорим, какие знания вы должны владеть. Основные понятия, закономерности, законы, касающиеся теории и методики физической культуры. Теории и методики физического воспитания. Два разных понятия. Да, физическая культура и физическое воспитание. Ну, конечно, для неспециалиста это вроде бы как одно и то же. Что здесь физическая культура, что здесь физическое воспитание. Но, тем не менее, есть разница между теорией физической культуры и теорией физического воспитания. Достаточно большая литература имеется в интернете сейчас. То есть доступ к теоретическим знаниям не ограничен. Это не как раньше, что раньше невозможно было книжку достать и не знать, как это делать. Сейчас это все спокойно делается, и вам удобно достать те необходимые знания, которые нужны для сдачи по тестированию общая физическая подготовка. Следующее. Иметь представление о истории олимпийского движения. То есть, получается, Олимпиада, вы знаете, что это самое любимое мероприятие, которое проводится во всем мире. И, естественно, когда Олимпиада идет, то мы все сидим, болеем за нашу страну, болеем за наших спортсменов. Нам очень нравится, когда проводятся Олимпийские игры. Мы выбираем те виды спорта, которые нам в душе ближе. И, естественно, смотрим по телевизору и общаемся с друзьями, болеем за наших спортсменов. Иногда бывает, что и болеем за других спортсменов, поэтому олимпийское движение, когда оно возродилось, где оно возродилось, это необходимо посмотреть по источникам, по литературе, естественно, выявить для себя, что такое Олимпийские игры, где они возрождались, как начиналось олимпийское движение, как оно длилось. Ну, естественно, олимпийское движение в СССР, в России, это тоже самое вопросы могут встречаться. О современном состоянии спортивной тренировки. То есть современный учитель физической культуры – это тот же тренер, который днем может заниматься уроками физической культуры, а вечером спокойно вести тренировочное занятие по избранному виду спорта, по тому виду спорта, который он любит. Ну, допустим, часто очень встречается, что в школах, допустим, учитель физкультуры ведет занятия, а вечером ведет секцию по баскетболу. И туда дети приходят те, которые очень сильно любят баскетбол. Но там уже занятие совершенно другое. На уроках физической культуры преподаватель, тренер что делает? Он дает основы, азы, обучает элементам баскетбола. А на тренировке он уже совершенствует определенные тактические знания, психологические, технические навыки. То есть составляет команду, делает отбор в команде и так далее и тому подобное. Следующее. Порядки проведения урока физической культуры. Урок физической культуры – это структура, которая делится на определенные составляющие. И вы должны знать, с чего начинается урок физической культуры. Начинается он так же, как урок математики, или начинается он совсем по-другому? Урок физкультуры начинается совсем по-другому. Это не урок математики. Почему? Потому что необходимо размять группу мышц. Мы практики. И поэтому урок физической культуры начинается, естественно, с практических вещей. Разминка, подготовка организма к выполнению физических упражнений. Поэтому, конечно же, если просто школьник приходит на урок
математики, ему не надо разминать мышцы, не надо растягиваться, а достаточно сразу включить мозги и начинать уже заниматься. Это проще. Хотя тоже есть и головная разминка, голову нужно размять, чтобы потом хорошо вникать. Это тоже есть. Но у нас совершенно другой урок физической культуры, и поэтому структуру урока физической культуры необходимо знать. На какие части он делится, что в первой части, что во второй, что в третьей и так далее, нужно знать будущему студенту. Далее. Знать принципы, методы, средства и формы физического воспитания. Что это такое? Есть определенные принципы, это законы, по которым необходимо проводить занятия. Методы – это способ для достижения поставленной цели. Ну и средства – это оружие, которым должен владеть педагог, чтобы обучать учащихся. Формы физического воспитания, какие бывают формы, это тоже необходимо знать. Ну, подскажу, одна из форм – это урочная форма. Урок. Сколько он длится? Ну, наверное, все прекрасно знают, что урок длится 45 минут. 45 минут. Иметь представление о видах спорта, преподаваемых в общеобразовательной школе. Здесь я могу вам подсказать, наверное, чтобы вы точно знали уже, что какие предметы приводятся в школе. Ну, если мы возьмем, допустим, парашютный спорт. Все, наверное, прекрасно поймут, что парашютный спорт в общеобразовательной школе не преподается. Преподается 4 основных блока. Какие же это блоки? Первый блок – это циклические виды спорта. Циклика. Циклика – это постоянное повторение одних и тех же движений. Поэтому к циклическим видам спорта относятся, которые преподаются в школьной программе, это прежде всего лыжи. Знаете прекрасно, все на лыжах катались, да? Это легкая атлетика. Ну, в легкой атлетике тоже есть разделы. Если это бег, то это циклика. А если это, допустим, прыжки, то это уже ациклический вид спорта. Да? Прыжки в длину, прыжки в высоту и так далее и тому подобное. Но в основном, конечно же, легкая атлетика преподается как циклический вид спорта в общеобразовательной школе. Следующее – это плавание. Плавание, конечно же, не всем доступно, особенно если это сельская местность, да? Но тем не менее в общеобразовательной школе обязательный предмет – это плавание. Научить детей плавать. Вот 3 основных вида циклических вида спорта, которые преподаются в школьной программе. Отсюда вы должны знать правила соревнований данных видов спорта, как начинать разминку, как делать тренировку, как проводить соревнования, что встречается, какие виды соревнований. В тестах это может встретиться. Второй блок – это спортивные игры. Ну, наверное, любят очень дети играть в спортивные игры. Все прекрасно знают, что детство начинается с подвижных игр, да, которые потом подвижные игры превращаются постепенно в спортивные игры. Да, идет перерождение, и дети очень любят играть в разные спортивные игры. Какие же спортивные игры встречаются в общеобразовательной школе? Ну, это прежде всего 2 основных вида. Это баскетбол и волейбол. В каждой школе должна быть обязательно разметка баскетбольной площадки, щиты и, естественно, натянута сетка для волейбола, да, и волейбольная площадка размечена. Поэтому школа не может существовать, если нет разметки по волейболу и по баскетболу. Кроме того, в базовую часть также входит еще 2 вида. Это футбол и гандбол. Вот 4 основных спортивных игры, которые преподаются в общеобразовательной школе везде. Есть еще вариативная часть, и можно преподавать спортивные игры, такие как, допустим, лапта, такие как бейсбол, софтбол. Ну, если есть, допустим, спортивный бассейн, то можно и вотерполо преподавать и так далее и тому подобное. Вот это раздел спортивные игры. Третий раздел. Третий раздел – это сложно-координационные виды спорта. Сложно-координационные виды спорта. Что сюда относится? Ну, это прежде всего гимнастика. Вы знаете, что гимнастика – это база для всех видов спорта. С гимнастики все начинается. Сюда входят и кувырки, и построение, и перестроение, прыжки через коня, через козла, подтяги на перекладине и так далее и тому подобное. Поэтому гимнастика – это база. Естественно, знать гимнастические упражнения, правильно их выполнять, абитуриент должен знать. Дальше, сложно-координационным видам спорта относятся также аэробика, акробатика. Но то же самое, если есть в школах возможность проведения, если есть в школах, допустим, преподаватель, который хорошо разбирается в этом деле, то тоже можно проводить. Вот это 3 основных блока. И 4-й заключительный блок – это, допустим, единоборство. Единоборство.
Вы знаете, что мы живем в Республике Башкортостан, и у нас есть национальный компонент, это такой как борьба куреш. Ну и в разных школах бывают программы разные по разным видам единоборств. Это может быть и дзюдо, и самбо, и греко-римская борьба, и вольная борьба. Ну, естественно, куреш, как я сказал. Вот 5 основных видов борьбы преподается в школах в зависимости от того, что есть база в этой школе, в зависимости от того, что есть преподаватель, который хорошо владеет основами борьбы. Вот основные виды, которые могут встретиться в школьной программе. Ну, я вам скажу, что эти виды в разных пропорциях встречаются. Где-то идет вопрос из гимнастики, где-то из волейбола, где-то из баскетбола. Самое основное, что вот по этим видам только могут даваться вопросы. По остальным видам, конечно, их не существует. Давайте дальше перейдем к перечню разделов для подготовки поступающих к сдаче вступительного испытания. Раздел 1. Физическая культура в системе профессионального образования. Что здесь может встретиться? Первое. Это место курса физической культуры в государственных образовательных стандартах. Что это такое? Это то, что необходимо и, естественно, в обязательном порядке встречается. Но нету ни одной школы, которая бы не преподавала физическую культуру. Нету. То есть в обязательном порядке должны встречаться именно то, что физическая культура должна преподаваться в любой школе, где бы это ни было. В техникуме, в колледже, в высшем учебном заведении обязательно преподается этот предмет. Ведущая роль курса физической культуры в процессе интеграции профилирующих дисциплин в решении важной проблемы формирования у подрастающего поколения целостного представления о физической культуре и готовности к профессиональной деятельности специалиста по физической культуре. Конечно же, ведущая роль. В чем это говорит? В основном в школах практически все виды, они теоретические, и дети сидят. И на уроках физической культуры мы проводим то, что дети выплескивают негативную энергию. Приходят на урок, они бегают, прыгают, двигаются и разгружают умственные центры. Вот в чем основная задача физической культуры. Разгрузить физические центры, разгрузить умственные центры, загрузить мышцы определенными данными. Дальше. Основные понятия теории и методики физического воспитания. То есть могут встретиться вопросы такие, что такое физическая культура? Дайте определение. И 4 разнообразных варианта. Физическое воспитание. Что такое? Чем отличается физическая культура от физического воспитания? Что такое спорт? Физическое развитие, физическая подготовленность, физическое образование, физическая активность. То есть вот эти понятия вы должны знать. Допустим, что такое спорт, что такое физическое развитие, подготовленность. Это есть в учебниках, это есть в интернете, то есть доступ к ним не ограничен. Везде, где вы можете, вы спокойно можете встретить эти определения. То есть это не проблема. Главное, чтобы в голове у вас оставались знания, что это и как это. Следующий раздел, который мы с вами должны просмотреть, это дидактические основы теории и методики физического воспитания. Первое, что мы относим к дидактическим основам, это реализация принципов обучения физическому воспитанию. Принцип, как я уже сказал, что это основа, как правильно, по каким закономерностям обучать детей, чтобы они знали, что и как происходит. Поэтому здесь, естественно, мы с вами можем смело сказать, что ребенок, абитуриент в частности, должен знать принципы физического воспитания. Далее. Особенности обучения двигательным действиям. Обучаемых 3 категорий. Это обычного человека, будущего спортсмена с ориентацией на спорт высших достижений, олимпийский или профессиональный. Третье. Будущего специалиста по физической культуре и спорта, преподавателя, тренера. Здесь давайте тоже маленько остановимся. Особенности обучения двигательным действиям. Обычного человека. То есть бывают такие случаи, что учитель физкультуры не только может работать в школе, но может работать и в фитнес-клубе. И к нему приходит простой человек, который хочет получить знания об области физической культуры. Он устал лежать на диване, ему охота двигаться, но как двигаться, чтобы не получить травму? То есть, естественно, он должен в определенной области двигаться.
Он не занимается спортом, он не свой организм не готовит никаким свершениям, никаким соревнованиям, но ему необходимо движение. Это называется нулевой баланс. То есть он поддерживает только свою форму, чтобы не набрать лишнего веса, чтобы себя чувствовать, чтобы не было одышки и так далее и тому подобное. Будущего спортсмена с ориентацией на спорт высших достижений. Что здесь входит? Олимпийский и профессиональный. То есть два вида спорта, которые мы с вами можем рассматривать. Олимпийские виды спорта – это те виды спорта, которые очень популярны во всем мире. Есть профессиональные или есть неолимпийские виды спорта, национальные виды спорта, которые хорошо профилируются именно в этой стране. Ну, допустим, в частности, России. Будущего спортсмена с ориентацией на спорт высших достижений. То есть получается, что дети, которые себя считают, те, которые к нам сейчас идут, это вы, да? То есть вы готовите свой организм по какому-то виду спорта. Вы можете заниматься гимнастикой, баскетболом, волейболом, футболом, гандболом, другими видами спорта, тяжелой атлетикой. Поступая к нам, естественно, получает определенные знания и свой организм готовите к будущим свершениям. И третье, как мы уже сказали, будущие специалисты по физической культуре, спорту, преподаватели, тренеры. Сейчас это пока разделение идет. Преподаватель в высших учебных заведениях работает, учитель работает в школе, а тренер работает в детско-юношеской спортивной школе. Ну, наверное, со временем эти все три вещи сплывутся, и преподаватель может также работать и тренером, также работать и учителем физкультуры в школе и так далее и тому подобное. Вот это второй раздел. Третий раздел. К третьему разделу относится основа развития физических качеств. Очень интересный раздел, и, конечно же, любой человек, который посвятил себя физической культуре и спорту, должен понимать, что он должен знать основные физические качества. Их 5. Это база, на которых держится физическая культура. Давайте с вами рассмотрим, что это такое. Я приведу вам пример. Первое физическое качество, которое мы с вами рассмотрим, это сила. Определение знать понятие, что такое сила, формы проявления силовых качеств, силовые способности, методика развития силы. Сюда входят задачи, средства и методы. Возрастные периоды развития качеств силы, контрольные упражнения, тесты для определения уровня развития силы. Ну, допустим, могу вам подсказать, сказать, что подтягивание на перекладине – это проявление силы. Отжимание от пола – это проявление силы. Ну и другие тесты, которые вы сами прекрасно знаете, поднимание гири и так далее, что есть в ГТО, это тоже там есть определенные показатели силы. Следующий показатель – это быстрота. Определение понятия формы, проявления быстроты, методика развития быстроты, задачи, средства и методы. То есть получается необходимо знать быстроту как физическое качество. Ну, своими словами я могу вам подсказать и сказать, что быстрота – это ускорение на короткой дистанции. Называется быстротой. Бег на 30 метров, бег на 60 метров – это проявление физического качества быстрота. Ну вот вы должны это прекрасно понимать. Третье физическое качество – выносливость. Определение понятия, форма проявления, утомление и выносливость. Все, что может встретиться в вопросах. Ну и по выносливости, естественно, я могу вам сказать, что какой тест на выносливость может быть? Бег на 1000 метров. Когда не нужно быстро бежать за короткой дистанцией, а нужно равномерно разложить свои силы. 2000 метров, 3000 метров – это все проявление выносливости. Катание на лыжах 1000, 2000, 3000, на велосипеде на длинной дистанции – все это проявляется выносливость, когда спортсмен, учащийся, не может задыхаться, а спокойно работает на длинной дистанции. Дышит, и, естественно, этим качеством он себя показывает, что он владеет выносливостью. Четвертое качество – гибкость, подвижность в суставах. Что здесь есть? Подвижность в суставах – это определение понятия, формы, проявление гибкости и факторы, влияющие на ее проявление. Виды гибкости. Ну, бывает пассивная гибкость и бывает активная гибкость. Это вы должны посмотреть, сами увидеть и, естественно, ответить, если тест такой встретится. Гибкость проявляется в таких видах спорта, как гимнастика, сесть на шпагат, пожалуйста, вам проявление гибкости. Мостик – это тоже проявление гибкости. Вот этим и владеет каждый
школьник должен владеть, каждый школьник. И на урок физкультуры, естественно, все начинают заниматься гибкостью уже с раннего возраста. И последнее, пятое физическое качество относится к ловкости, или его еще называют координационные способности. Сюда входит определение понятия ловкости, что такое ловкость, формы проявления ловкости и факторы, влияющие на ее проявление. Ну, я могу своими словами сказать, что проявление ловкости – это когда ловить. От слова ловить произошло это слово ловкость. Футбольный вратарь ловит мяч, он проявляет ловкость. Футболист обыгрывает соперника, он проявляет ловкость. Вот основные понятия, ну и стандартный тест на проявление ловкости. Это челночный бег, допустим, 5 по 6, 3 по 10 и так далее, и тому подобное, где необходимо бежать, набирать скорость, разворачиваться и опять набирать скорость и потом финишировать. Вот основные понятия. 5: сила, быстрота, выносливость, гибкость и ловкость. Каждый будущий студент, абитуриент должен знать определение, проявление и какие тесты. Следующий раздел, 4: физическое воспитание различных возрастных групп населения. Сюда входит физическое воспитание детей раннего и дошкольного возраста, физическое воспитание детей младшего, среднего, старшего школьного возраста, задачи, средства, особенности и методики. Ну, я могу смело сказать, что вы прекрасно должны знать, что если учитель физкультуры занимается с детьми младшего школьного возраста, это одна методика. Занимается с средним возрастом, это уже другая методика. Со старшеклассниками, естественно, он не будет заниматься по той методике, по которой он занимался с младшими детьми. Правильно? То есть дети растут, развиваются, у них развиваются физические качества, и, естественно, нагрузка усиливается и увеличивается. Поэтому учитель физической культуры должен владеть разными методиками для разного групп населения. Как детей младшего, среднего, старшего, так и взрослого даже возраста. Физическое воспитание детей с ослабленным здоровьем. Это тоже сейчас современный бич, когда дети приходят очень слабыми. Но тем не менее, даже будучи слабыми, им все равно необходимо двигаться. Движение – это жизнь, без движения никуда. Поэтому обязательно нужно владеть такими физическими качествами, воспитанием, когда вы можете со слабыми детьми тоже заниматься. Формы физического воспитания в семье, мероприятия в режиме дня, самостоятельные занятия, прогулки, семейные походы. То есть это тоже должен абитуриент знать. Что такое физическое воспитание, как влияет на семью. Физическое воспитание студенческой молодежи. Ну, естественно, поступив в ВУЗ, у нас тоже есть физическое воспитание урок, да, и уже там мы также продолжаем заниматься, так же, как и вы занимаетесь на уроках физической культуры в школе, также занимаетесь физическим воспитанием уже в стенах нашего вуза. Физическое воспитание в период основной трудовой деятельности. Вы работаете, но тем не менее необходимо своему организму давать физическую нагрузку. Целый день можно сидеть за компьютером, устать, и самый лучший способ разгрузиться, сбросить стресс – это именно физическое воспитание. Пойти в спортивный зал, поиграть, побегать, сходить в бассейн, покататься на лыжах – все это физическое воспитание в период основной трудовой деятельности. Профессиональная физическая подготовка – это может быть у спортсменов высокой квалификации, но есть еще и прикладная физическая подготовка, допустим, для пожарных, для полицейских. Это тоже основное качество, когда нужно бежать за преступником, догонять его, обезоружить, бороться с ним и так далее и тому подобное. 5 раздел – оздоровительная физическая культура. Что сюда относится? Методика оздоровительной физической культуры для здоровых людей. Составление индивидуальных программ, контроль и коррекция оздоровительных действий. Ну, как я уже сказал, это примерно в фитнес-клубах. Наши студенты выходят и работают в фитнес-клубах, работают над оздоровлением населения. Педагогический врачебный контроль в системе оздоровительной физической культуры. Естественно, нужно следить, обязательно следить за тем, какие физические нагрузки вы даете человеку. Ведь можно и перегрузить, и получить травму. Вот этого нельзя делать. Поэтому обязательно нужно знать, что такое, пройти обучение, что такое физкультура, физическое воспитание, получить знания и только потом работать в области физической рекреации, физической оздоровительной физкультуры. 6 раздел. Спорт в современном обществе. Что сюда входит? Массовый спорт. Спорт для всех. То есть вы прекрасно знаете, что в школах вы бегали кросс-нации, на лыжах бегали и так далее и тому подобное. Это называется массовый спорт, когда все участвуют. Детско-юношеские спортивные школы. Многие из вас посещали детско-юношеские спортивные школы по определенному виду спорта и готовили свой организм
выступлению на соревнованиях. Получали звания кандидата в мастера спорта, наверное, и мастера спорта есть. Профессиональный спорт – это тот спорт, когда вы выступаете уже на профессиональном уровне, ездите на чемпионаты Европы, мира, Олимпийские игры, да? Вы выступаете на высоких соревнованиях, когда вы полностью готовитесь к этой деятельности. Спортивная ориентация и отбор. Даже учитель физкультуры, когда вечером преподает секцию в школе, он отбирает команду для выступления в каких-то соревнованиях районного значения, городского значения и так далее и тому подобное. Комплексный контроль как служба периодического или непрерывного сравнения фактически полученных результатов с намеченными планами последующей корректировкой процесса подготовки. Это следующий раздел. Ну и давайте перейдем с вами к методическим рекомендациям, которые необходимо знать. Вот на слайде показано, что примерное задание бывает, какой-то звучит вопрос. В данном случае недостаточная физическая активность является фактором и ответы, снижающим устойчивость организма к инфекциям, приводящим к избыточному массу тела, изменяющим структуру мышц, приводящим к структуре. Вы отвечаете, какой правильный ответ. А, Б, В или Г. То есть вы должны знать, какой правильный ответ. Или второй вопрос, вот тут приведен. Регулярное выполнение комплекса упражнений, составляющих содержание утренней гигиенической гимнастики, способствует чему? Закончите фразу. Повышению силы и выносливости, развитию физических качеств, формированию волевых качеств, обучению двигательным действиям. Естественно, вы должны знать, для чего нужна гимнастика утренняя, что она дает, когда вы встаете, вообще нужна ли она, некоторые рассуждают, я не буду делать и все. Некоторые, наоборот, делают и потом чувствуют повышенный тонус. Ну и в заключение я бы хотел с вами поговорить о рекомендуемой литературе, которую необходимо знать. На экране показано, допустим, в алфавитном порядке, здесь не по важности. Алабин – многолетняя тренировка юных спортсменов. Алексеев – коллекция лучших физкульт-минуток. То есть знаете, что такое физкульт-минутка для 5-11 классов. Физическое воспитание в школе для учащихся. Периодизация спортивной тренировки. Ну, есть классики, теоретики, такие, допустим, как Кузнецов, теория и история физической культуры. Видите, 20-й год, совершенно новое, буквально недавно выпущенное. Далее, военные спортивные игры. Курамшин Юрий Федорович, теория и методика физической культуры, хорошая книга. Наш классик Матвеев Лев Павлович, теория и методика физической культуры, который основал именно физическую культуру, много сделал для того, чтобы в нашей стране это развивалось. Дальше, Никитушкин, теория и методика юношеского спорта, олимпийский марафон, Пельменев, история физической культуры, Рыбалов, основы спортивной тренировки, физическая культура и физическая подготовка, учебник. Ну и в заключение Холодов, да, тоже очень интересная книга, и много там полезного вы найдете. Теория и методика физического воспитания и спорта. На этом консультация моя завершается. Я еще раз сказать, что меня зовут Кострев Александр Юрьевич, я директор Института физической культуры и здоровья человека. Мой e-mail kostrev21@mail.ru, мой телефон 8 917 755 04 95. Я с удовольствием отвечу на все ваши вопросы, которые у вас возникли. Естественно, если вам что-то непонятно, если какие-то вещи вы недопоняли, ну, имеется в виду, когда будут задания решаться, да, вы можете позвонить на мой телефон или прислать мне на почту свой вопрос. Я постараюсь его ответить, естественно, если он будет компетентен, если он будет правильно задан. И еще раз хочу сказать, что мы любим своих студентов, ждем с нетерпением, когда вы поступите и будете заниматься студенческой жизнью. Она очень интересна. Студенческая жизнь наших студентов. Мы всегда выступаем на соревнованиях, ходим, посещаем какие-то мероприятия, занимаемся воспитательной работой, учебной работой, научно-исследовательской работой. Студенты получают повышенную государственную стипендию. То есть студенческая жизнь очень разнообразна, очень интересна. И, естественно, если вы поступите к нам, вы нисколько не пожалеете. Единственное, лишь бы вот все прошло, связано с пандемией, и мы уже непосредственно с вами начали бы обучение наше именно в стенах вуза.
в аудиториях, в спортивных залах, в бассейнах. У нас 2 бассейна. Есть даже детский бассейн, так можно сказать, даже 3 чаши. Поэтому условия для того, чтобы вы получили знания, очень большие и огромные. Поэтому я вас приветствую в стенах нашего вуза, жду с нетерпением. Приходи к нам, и ты получишь большие знания, будущий абитуриент. Спасибо.